Наш эфир продолжит брифинг о трудоустройстве и переобучении участников СВО и членов их семей. Предлагаем послушать. В работе службы занятости населения республики уделяется особое внимание трудоустройству и обучению участников СВО и членов их семей. В Государственном фонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества» работает прикрепленный специалист, который проводит оперативное консультирование на месте. Также участники СВО могут получить консультации дистанционно через контактный центр службы занятости населения по единому номеру 122 с добавочным номером 7. С начала года в службу занятости населения обратилось 288 участников и членов их семей, из которых 154 человека уже трудоустроены, в том числе с начала лета 41 ребенок трудоустроены на временные работы в период каникул. 2 участника СВО получили финансовую поддержку для содействия началу предпринимательской деятельности. Направлено по линии службы занятости на переобучение для получения новой рабочей профессии 64 человека. И в июле 42 работодателя прошли отбор на получение субсидий на организации общественных работ, в которых участникам СВО и членам их семей предоставляется преимущественное право для трудоустройства. Далее расскажем о самых заметных событиях к этому часу. В студии Петр Васильев. Вот основные темы выпуска. В районах Якутии обеспечат работу мобильных бригад по заготовке сена. В плане на этот год 435 тысяч тонн. Осоха и хоровод под звуки гармонии. Покровск присоединился к празднованию Дня фольклора в России. Ну а в Амге состоялось чествование чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Андрея Медловец. Почти 170 лесных пожаров на общей площади около 1 миллиона гектаров действуют в Якутии, продолжают наращивать силы в Алекминском и Абыйском районах. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера действует в Вилюйском, Верхоянском, Верхневилюйском, Нерюнгринском и Усть-Майском районах. Тушит огонь 1940 человек и 145 единиц техники. Напомню, указом главы региона Айсена Николаева с 26 июня установлен особый противопожарный режим на всей территории республики. За полгода в Намском районе произошло 24 пожара, большинство из них в частном секторе. Сотрудники Намской противопожарной службы проводят рейды по профилактике пожарной безопасности. Осмотрели более 2000 частных и порядка 200 многоквартирных домов. Также проверили и лагерь «Воин». Он работает 3-й год, в 3 смены, рассчитан на 15 детей и юношей в одном сезоне от 12 до 17 лет. В программу лагеря включена физподготовка, школа выживания, полоса препятствий, спортивное ориентирование, пулевая стрельба, сборка и разборка автомата. 2 сезона по 5 лагерям ходили. Вот в этом лагере, который вот сегодня были, тоже уже 2 раза сходили, проводили профилактику. Наши сотрудники ходят каждый день, ходят по адресам, проводят профилактические мероприятия. На совещании с главой республики обсудили цифровую трансформацию отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Якутии. Как отметили на встрече, в сфере цифровой трансформации появились новые направления, а именно архитектор ГИС-систем и ответственность за управление данными. Отныне получать данные стало проще. Теперь для подсчета, например, количества туристов, посетивших Якутию, не нужно собирать данные от районных администраций, а достаточно запросить информацию у сотовых операторов или банков. Благодаря этим данным мы можем видеть, куда эти туристы приезжают, где останавливаются, да, и откуда, с каких субъектов приезжают. Ну, как пример, это было очевидно на самом деле, что больше туристов приезжают с тех субъектов, где есть прямые рейсы. Вот, поэтому прямой рейс появления Казани-Якутск повысит турпоток в обе стороны, естественно, да, или там прямой рейс авиакомпании сейчас в Казахстан. Вот, поэтому все отрасли должны переходить на управление на основе данных. Это и здравоохранение, образование. Предприниматели Якутии продолжают помогать участникам специальной военной операции. Так, строительная компания «Новаком» передала бойцам одного из подразделений специального назначения тепловизионное оборудование. Данные приборы необходимы для выполнения задач в зоне СВО, для отслеживания врага в условиях ночного времени суток.
Техника подготовлена с учетом пожеланий военнослужащих. Напомню, Министерство предпринимательства и туризма регулярно оказывает помощь военнослужащим из Якутии. В течение года более 1000 предпринимателей оказали содействие. Практически еженедельно наши предприниматели оказывают спонсорскую поддержку для наших бойцов в дополнительном оснащении. Это возможные тепловизионные прицелы, это БПЛА, это сами дроны, очки. И очень большая работа проводится нашим предпринимательским сообществом. Я искала спонсора и обратилась в Министерство предпринимательства Ханды Тимур Юрьевичу. И так быстро они отзывались и быстро нашли спонсора. Вот молодой предприниматель Иван, да, Иван Ильич. Я очень этим людям благодарна, как мать, да. Это моему сыну очень нужная вещь и его отряду. Яркие цвета, красочные стены, герои из детских сказок встречают детей и их родителей в детской поликлинике медицинского центра Якутска. Дети проходят качественное обследование, а самое главное – хорошее лечение с применением нового оборудования и введением новых практик. За последние 5 лет поликлиникой было получено 35 новых единиц техники, от офтальмологического оборудования до нового рентгенаппарата. Также была оборудована и специальная детская комната лечебно-оздоровительной физкультуры. У нас планируется дальнейшее продолжение работы по бережливым технологиям. Дальше будем работать проактивно, то есть будем сами выходить на наших пациентов по проведению профилактических осмотров. То есть каждый участковый педиатр своих детей вызывает на вакцинацию, на медосмотр, на флюородиагностику, на туберкулезную диагностику. Сейчас это благодаря нашей электронной медицинской карте. Мы последние 3 года видим, куда наш пациент обращается по республике Саха-Якутия. Поэтому у нас все данные есть. В Якутии план заготовки сена на этот год 435 тысяч тонн. Чтобы достичь необходимых показателей, в районах республики уже организуют работу мобильных бригад. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. По его словам, работы начались с определенным опозданием из-за установившейся июльской жары. После прошедших дождей на прошлой неделе есть определенный оптимизм, что травостой будет нормальный. В прошлом году по республике было заготовлено 466 тысяч тонн сена, в том числе мобильными бригадами 34,6 тысячи тонн, а также 28,5 тысяч тонн силоса и 15,7 тысяч тонн сенажа. В этом году в Нюрбинском районе сенокосная кампания массово началась с 15 июля. Уже в мае установилась аномальная жаркая погода выше 30 градусов, из-за чего снег, которого вроде было достаточно, испарился так быстро, что оттаившей земле не досталось влаги, которую можно было впитать. Также сегодня есть потребность в организации заготовки сена мобильными бригадами. Как и в предыдущие годы, будут организованы 10 подобных бригад. В возвышенных местах из-за нашествия саранчевых травостой местами вовсе не внушает оптимизма. Несмотря на непогоду и проблемы, в районе прогнозируется заготовить по плану 28 тысяч тонн сена. Некоторые хозяйства, личное подсобное хозяйство и крупные хозяйства сами своими силами внесли химсредства. Из-за этого, конечно, полностью не победили, но тем не менее такой большой атаки, считаем, как почти остановили. Сегодня по всей стране отмечается Единый день фольклора. Основная идея праздника – объединение народов России, граждан разных социально-возрастных групп в изучении фольклорного искусства. В рамках этой даты в Покровске на набережной состоялось торжественное мероприятие, которое собрало вместе якутские фольклорные коллективы и ансамбли потомкам государственных ямщиков. Участники устроили праздничный концерт, станцевали осоха и пустились в хоровод под звуки гармонии. В ансамбль «Ямщицкий перезвон» я пришла в 2011 году. В данное время я являюсь самым возрастным участником, но тем не менее не пропускаю я все мероприятия. Я получаю вдохновение, здоровье,
Мы очень дружный коллектив. Часто ездим в Якутск, участвуем во всех мероприятиях города Покровска. Очень хороший праздник, конечно, и день хороший. Маленько, правда, дождик помешал, но ничего. Конечно, нужен этот праздник нам. Встречаемся. Сейчас все в основном дома сидят, а тут хоть общение все вместе. Очень хороший праздник. В Якутске стартовал открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Пенигина. Турнир проводится по правилам выбывания. После 2 поражений в группе А остаются победители встречи, а проигравшие переходят в группу Б. Участие принимают 534 юных борца из 7 регионов России. Сами соревнования проходят в личном зачете. 19 июня стартует международный этап соревнований по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Вольная борьба у нас спорт номер 1, поэтому она развивается по течению развития времени. Поэтому мы как бы тренера и вот спортсмены все хотим, чтобы наши ребята прославляли не только в детском спорте, но и в большом уровне. Самое главное, наша цель – совместная комплексная работа, чтобы была олимпийская медаль. Самое главное, чтобы ребята любили данный вид спорта, и чтобы всегда не унывали от поражений. Это все учит к лучшему. В АМГе состоялось чествование чемпиона Европы по вольной борьбе среди юниоров Андрея Медловец. Юный спортсмен в июле этого года выиграл золотую медаль на молодежном чемпионате Европы в сербском городе Нови Сад. Якутский борец поочередно победил накануне представителей Германии 12-2, Молдавии 10-0, Украины 10-0 и получил право бороться за золотую медаль. В финале с ним встретился сильный соперник из Азербайджана Джамал Аббасов, но Андрей Медловец ничего не дал сделать противнику и одержал яркую победу со счетом 6-1. В торжественный день спортсмену и тренерам вручили денежные сертификаты от администрации района Инна Слегов. Всю ночь не спали. Мама боялась, не смотрела, я сам смотрел. Мама переживала, проиграет, наверное. В младшем возрасте уже начал же ходить везде. Почти что сам воспитывался. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи.